مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мы продолжаем уроки по книге Айбадат Исламия и тему урока пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, наш пророк. Через ангела Джабраила Всевышний Аллах ниспослал ему установление религии ислам. Эти установления, которые Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, распространил среди своих сподвижников, которые были его первыми учениками, дошли до нас в неизменном виде. Такими же неизменными они дойдут и до судного дня. Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, родился в Аравии, в городе Мекка. Его отец Абдулла был из племени Курайш, его деда звали Абдуль-Мутталиб, а прадеда Хашим. Маму пророка, саллаллаху алейхи вассалям, звали Амина. Отец пророка, саллаллаху алейхи вассалям, умирает еще до его рождения. Когда ему исполняется 6 лет, умирает его мама, и он остается на попечении у своего деда Абдуль-Мутталиба. После смерти своего деда воспитывается в семье своего дяди Абу Талиба. По достижении 25 лет он женится на обеспеченной женщине по имени Хадиджа. Когда Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, исполняется 40 лет, через ангела Джабраила Всевышний Аллах сообщает ему о его пророческой миссии и дает наставление призывать людей становиться мусульманами. Когда он начинает проповедовать среди жителей Мекки, несколько сот человек, уверовав, становятся мусульманами. Остальные же становятся его врагами и начинают ему вредить. Даже было несколько попыток убить пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Всевышний Аллах уберег пророка, саллаллаху алейхи вассалям, от козней врагов. Неверующие жители Мекки не смогли ему причинить большого вреда. После 13 лет пребывания в Мекке пророком, по воле Всевышнего Аллаха, Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, переселяется в Медину, так как жители Медины полюбили ислам, и несколько именитых людей Медины стали мусульманами. После переселения пророка, саллаллаху алейхи вассалям, ислам в Медине окреп и распространился. Жители близлежащих городов и поселков группами приходили и становились мусульманами. Сначала мекканцы враждебно относились к мусульманам. Для их уничтожения они собирали многочисленные войска и подходили к Медине. Всевышний помогал мусульманам. Они выигрывали каждое сражение и прогоняли врага. На 8-м году после переселения в Медину пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, собрав 12-тысячное войско, двинулся в сторону Мекки. Народ Мекки, осознав, что не сможет противостоять, не оказывая никакого сопротивления, скрылся в своих домах. 20 числа месяца Рамазан мусульмане вступили в город, где впоследствии каждый житель по своей воле стал мусульманином. С тех пор Мекка стала мусульманской. Мекка – священный и благословенный город, где совершаются обряды хаджа. В этом же городе находится Кааба, в сторону которой мы совершаем намаз. На 10-й год после переселения в Медину пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, собрав 90-тысячное войско из мусульман, совершает хадж. После этого пророку, саллаллаху алейхи вассалям, больше не доведется увидеть благословенную Мекку. После 10-летнего пребывания в Медине, когда ему было 63 года, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, ушел из жизни. Его могила находится в мечети Рауза аль-Мутаххара, что в центре лучезарной Медины. Наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, был великим человеком и не имел недостатков. В тот вечер, когда он родился и когда он был ребенком, происходили разные удивительные события. До того, как стать пророком, он 40 лет жил в Мекке как обычный человек, но во всем отличался своей праведностью и хорошим характером. Все считали его надежным человеком с хорошим нравом. Уже в молодости он понял развращенность неверующих и никогда не поклонялся их идолам, никогда не совершал греховных поступков и не позволял себе непристойностей. После того, как он стал пророком, саллаллаху алейхи вассалям, Всевышний Аллах показал ему множество чудес и не происходящих в повседневной жизни вещей. Потому ни у кого не осталось сомнений в истинности его пророчества. Большинство чудес описано в книгах по истории пророков. На следующем занятии мы поговорим о сподвижниках пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Спасибо за внимание. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.